Доброе лесное утро, звенящая тишина. Проснулся от того, что выспался, хотя поспали буквально часов 5, не больше. Поспал. Генка еще спит, потихонечку встал, не стал его будить. Пусть высыпается, я тоже пробовал уснуть, но не могу. Ку-ку, ку-ку. Кукуют кукушки. В общем, до завтрака хочу попробовать здесь прямо без лодки, с берега попробовать хариуса на перекате. На мушку, на блесенку. В общем, попробуем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Погнали. Так. Взял с собой спиннинг с вертушечкой. Вот такой вот остров. Вот такая вот курюшка. Генка говорил, что здесь ставил морду, перегородку. Груза для сеток, скорее всего. Вот прямо, вон, вижу, плесканулся хрюзок. И прямо здесь на перекате сейчас мы попробуем его поймать. Ну, с Богом. Первый заброс пустой. Вот сейчас, наверное, будет поклевка. Нет. Ты смотри, что-то не нравится. Не хотят. Если поклевок не будет, достану удочку. Так, здесь что у нас? Вот такая вот интересная заводюха. Здесь по-любому должна быть щука, наверное. Не хотят. Ладно, друзья, что? До первой поклевки. На блесенку пока не хотят. Сейчас раз 10-15 еще закину, потом попробую на удочку, на червя. Так, ну что, попробуем на удочку. На удочке у меня не просто крючок, а вот такая вот оса. Грузила. Попробуем сначала впустую.
без ничего на перекате. Если не будет брать, попробуем поставить червячка. Но, в принципе, она должна работать как мушка. Должна, но не обязана. Так что ставим червя и не компасируем мозг. У нас вот кусок такого червя. Ну, что сейчас скажем. Вот. Блин, аж испугался. Вот он где плесканулся. Видали, да? Сейчас повыше пойду обратно. Так вот где-то здесь. Что-то им не нравится. Жор нет точно. Когда хорюс активный, он берет сразу. Или не время. Может, будет позже брать, днем. Не хочет. Не хотят. Не хотят ни на что. Так что не будем терять времени. Попробовали, видать, 5 часов утра не лучшее время для клёва. Ладно, что, пошли кушать тогда сами, позавтракаем и поедем вперед. Погнали. Сейчас заправлю бензин как раз пока, чтобы потом не отвлекаться уже. Подогреем завтрак, перекусим и поедем вперед. Так, ну что, с добрым утром, приятного аппетита. Кашу будем так греть или с тушенкой? Вместе с тушенкой, наверное, вкуснее будет, да? Наверное, так. Так, давай, доедай макароны. Не разжигаем костер, потому что на улице очень сухо. Обойдемся без костра. Вот такая вот газовая горелка. Ой, не так. Как ее включить-то? Вот так, наверное. Вот так вот. Раз. И все. Открываем. Зажигаем. Все. Открываем. Зажигаем. Первым делом вскипятим чайник.
Он у нас так и не кипел. Печку кочегарить не стали. Так, что у нас? А, стоп. Мы еще ножки не отпустили. Думаю, что-то он стоит не так, как надо. Тут же не только верх открывается, еще и ножки вот так вот. Все. Теперь хорошо. Ну, пока пусть кипит чай. О. Сами пока откроем баночки. Одну открыли, вторую все. Чистота и порядок. Нет еще? Да. Пробовал я на удочку, на червя, на блесну, на мушку. В общем, ни одной поклевки. Хотя Харюс показывает, есть что он есть, но не берет ни на что. Погода может. Ну, так-то вроде погода нормальная. Может, не время, может, фиги знает что. Сейчас позавтракаем, видно будет. Надо плотненько позавтракать. С собой хлеб есть. Там у меня крученое сало, если что, есть перекусить. Жареные яйца еще там в холодильнике. Да кушать-то у нас есть. Ну, нет, в смысле, днем-то все равно перекусить. Сюда мы только же вечером приедем, да? Ну, надо спать. Угу. Посмотрим. Будем заниматься делами. Так, что, все, можно высыпать? Да, прямо там же вот мясо. Ну-ка, ложку бери. Каша с мясом. Я никогда каши с мясом не видел мяса. В лучшем случае немного жира и как бы холодец немножко там есть. Вот это. Зачем писать кашу с мясом? Так и написали бы кашу. А со свининой вот тут написано. Так бы и написали. Каша с запахом мяса. Вот я кашу в автоклаве варил. Там у меня процентов 30, наверное, было мясо. Вот так вот мясо ложу кусочками, там, медвежатина или там свинина или чем. Что есть, короче, мясо. И остальное крупу и консерварится, и получается очень вкусно. Там уже поел, так поел. Ну да. А сейчас, и, наверное, свинине-то мяса не найдешь. С запахом мяса. Так, вон. Что, открываем? Откройте. Свинина тушеная. Раньше, я помню, это еще с Китаем-то мы нормально были. Китайская это Великая Стена, вот эти тушенки были у них. Было такое, помню. О, даже что-то и мясо есть. Ну тут уже... А что, бывает и тушенка без мяса. Один жир только. Тут смотри. Ну тут тоже вон как холодец. Ну-ка, сколько тут? Ну вот, нет, есть кусок мяса, вижу. Есть, вон. 50% мяса точно есть. 50% холодца. Ну, нормально. 50% мяса. Тут хоть не пожалели, а то обычно отшметки накидают туда, шкурки, да все такое, блин. Да, тушенка есть тушенка. А ты тоже как пресс вот, тушенку делаешь? Нет, в автоклаве. У меня на пару оно готовится в автоклаве, да. Очень удобно, очень хорошо. Так. Ну вот. Сейчас мы это дело подогреем. И будет шикардос. Так, подвиньтесь, пожалуйста. Чайник здоровый.
Тикс, греет, греет. Ночью не замерз? Я сразу как вырубился и вот только проснулся. Проснулся, смотрю, тебя нет. Так, вкусненько позавтракали. Генка там собирается, сейчас должен подойти. Пока я его жду, вот решил попробовать вот такого вот воблера. Силиконовый хвостик, двухсоставной, шумовой. Прошлый год на Печоре щука на него брала. Не знаю, есть ли здесь щука, но попробуем закинуть несколько раз. Потому что если не закинешь, не узнаешь. И если здесь щука, играет красиво. Сейчас вот той курюшки тоже попробую. Так, что у нас бензин сдулся? Ну да. Плотнячком. Сейчас воздух отсюда выпустим. Что там Генка не идет еще? Здесь попробуем тоже. Бывает, на перекатах тоже щука стоит. Пробовать надо все, везде и на все. Тем более тогда, когда рыба ловиться не хочет. Как говорится, надо найти подход к рыбе. Сейчас там попробуем курюшки-то. Интересная заводюшка. Курюшка-заводюшка. Чисто теоретически здесь щука может быть. А может и не быть. Он как красиво играет. Но никого здесь нет. Не хотят красивую рыбку. Ладно, не хотите, как хотите. Пока, значит, выключаемся. Ждем поклевок. Как только, так сразу. Неплохая. Берега нет хорошего. Ну вот это хорошо, хоть такой есть, блин. Могло бы и такого не быть. Тут хоть вот с камушка сразу. Сразу с камня туда перепрыгнуть, только удочку не сломай. Угу. Тихо-тихо. О, сел? Угу. Хорошо. Поехали. Поехали вперед. Навстречу новым приключениям. Со свежими силами, с облегченной лодкой, килограмм что-то все равно выкинули. Бензин, продукты.
Легче должна пойти. Видишь, следы медвежьи, наверное, да? О, плесканулся Хариус. А сейчас можно на перекатах где-то прижаться. Допустим, ты подержишься за кустик, я попробую. Чтобы якорь не кидать. Вон тут 2 раза кто-то плесканулся. Вот здесь вот. Ладно, на большом перекате остановимся. Поехали. Так, Генка сказал, что здесь ямка. Попробуем покидать. Зимой здесь выдра постоянно лазит. Выдра, говорят, каждый день ест 5 килограммов рыбы. Каждый день. Вот смотри, сколько она рыбы съедает. Щука может быть здесь, да? Сейчас сначала вертушечкой погоняю. Потом попробую воблера поставить. Интересная рыбка такая есть у меня. Думаю, щука должна на нее соблазниться. Пока нет ничего. Не хочет сегодня рыбу брать. Что-то погода. Я не знаю. Ну вот окушок гнался один. Сейчас резину поставлю. Резина в темной воде, белая резина, думаю, лучше сработает. Так, на удочку у нас ничего не клюет. Сейчас посмотрим. Генка сказал, у меня есть хитрая удочка в клеточку. Сейчас посмотрим, что клюнет у нас на удочку в клеточку. Ямочка такая неплохая. Почему здесь рыбы нет, не знаю. Поймал? Ну, только поставили сеть, уже он дергается. Что, не будем поднимать? А посмотрим, хоть что за рыба. Только-только установили, отъехать не успел, завел мотор, смотрю, уже сетка дергается. Не знаю. Она удочку не берет. Так, протряси просто. А, посмотрим. Что за рыба тут водится? Нету? Наверное, мелочь какая-то. Просто через ячею прошла. Нам мелкая рыба не нужна. Это сороковка, да? Ладно, ловись, рыбка малая велика.
Помогаем, помогаем. Помогли. Без помощи никак. Совсем мелко. Генка меня тащит, наверное, к самому истоку этой речки, да? Он за дорогой, которая... Понял, понял. Ничего, прорвемся. Так, здесь у нас что? Мы вчера до сюда не доезжали, да? Справа, слева, слева, справа. Да. Ну, попробуем слева. Сначала налево пойдем. Если не сможем, потом уж направо. Зря, наверное, мы это затеяли. Под берегом. Справа совсем мелко. Ну, вроде как бы даже и проскочили. Слава богу. Нет ничего невозможного. Было бы желание, да? Тоже ямка здесь, да? Ну, какой берег. Хороший перекатик. Если проедем, надо будет попробовать здесь. Бедный винт, как он люлей получает, блин. Что, попробуем здесь? Перекурим это дело.
Вон, видишь, следы, тропа. Рыбача здесь. Здравствуйте. Привет. Вот здесь из Здорово. У вас здесь сети стоят? Нет. Вот это. Как клюет? Никак Ясь. В основном. на удочку, да? Ну и на блеснуло. Ага. У нас сегодня что-то никак не клюет ни на что, блин. Ну давай, попробуй, да. Что, чаек? А? Чаек? Чаек, не, мы только с избы выехали недавно. Спасибо. Сколько тоже? А сколько она метров? Лодка. 9,5. Пластиковая, да? ПНД, да? Значит, она легкая. Как легкая? Килограмм 200-то будет, наверное. Ну что, пойдем, зайдем. Сейчас зайдем, тогда надо что-то якорь закинуть. GoPro стоп видео. Выключила, она снимала, наверное, я выключил. Да, это в горячке. В общем, вот, друзья, попала какая щука на вот такую резину. Немножко посопротивлялась, но с Божьей помощью хорошо, что вот за... Да не так-то и сильно он за этот, за бок. Вытащил хоть хорошо. Ну да, вытащил Ленскан, повезло. Блин, я-то думал, снимает все, я так еще это, оказывается... А не, хорошо. Она конкретно в костяшку впилась. Так-то вон она как ерепенилась. Так. И не хотела, сачок видит и это, сопротивляется. Так, давайте ведро сунем, пока оклемаешься здесь, потом почистим. Вот так вот, чтобы не... Пойдем. Вы уж, друзья, простите. У меня или камера была включенная, я выключил, или в горячке забыл включить. Но красивые кадры, вываживания. Вот ударила щука здесь на виброхвост белый. И ничего не получилось заснять. В общем, нас пригласили рыбаки в гости. Сейчас пойдем. Пойдем по маленькой. Снимать-то можно хоть? Ничего, что съемка идет? А? Я говорю, снимать-то можно? Ничего, что съемка идет? Ради бога. Здравствуйте, Андрей. Гена. О, вот эта техника. Самоделка, да? Полный привод, да? А, все нивовское, только усиленное надо, нет? Все у вас. А, все УАЗовское? Кабина только Нивы. А, это не... Вообще как? Это АК вообще, ну... Точно, точно. Круто. Ну, окушка, да? Окушечка. Кабина АК. Рама УАЗ. Колеса обдирыши срезанные, да? Протектор срезан? Протектор срезанный, да? Закуски приготовлены. Андрюх, срезанный протектор, да? Да. Чтобы легче был. И чтобы не зацеп шел. Я все хочу это, ураган дикарь, вот смотрю, переломыш вот у них, блин. Но ценник сейчас там пипец, короче. 800 последний раз, 80 что ли, под 1 миллион уже стоит. Ну. Переломыш. Этот и плавает тоже, да? Этот нет. Не плавает? Тяжелый? Из-за камер. Там в нем это самая камера. Если бы они были без камер, то да. Это камера. А, потому что уже это, да, потресканы. Ну лодка хорошая. Понятно. Ну длинная сильно. Вы все, уже домой собираетесь? Домой уже? Так, ну что, незапланированный обед. Мужики вкусненько нас накормили.
напоили, перекусили, познакомились. Спасибо им большое. Мужики собираются вот на таком вездеходе домой. Ну а мы с Геннадием... Так, ну это мы забираем, да? Конечно. Вечерком. Ну, настроение на высоте, да? А где будете ночевать? У Петра? Не, мы избе. Здесь, наверное, скажешь, что-то Здесь? Да, здесь, ну, вот отличная изба. Классно. И только без... Заходите. Освещение там только... Там осталось у нас, не взяли. Продукты, в принципе, есть тут. Да, хавать. Ну да, чё, Вот это тоже возьми. По-моему. благодари. Все. Это самогон. Так что спасибо этому дому. Ну что, Поехали. прощальные гастроли. Даже веселей стало. Даже... Ты меня сейчас... Давайте, мужики. Все, давайте. Рады были познакомиться, Давайте. увидеться. Этому... Еще увидимся. Передам Русеве обязательно Русе привет. и Серег. этому... Юрий. Этому, как его... Все, давайте. Коновалову-то. Обязательно. Жень- Женьки. Женька Коновалов. Пойдем. У него изба там выше, почти у завала. Да, Пойдем, да. Геннадий, щуку тебе покажу. Выудил. Сейчас, кстати, покидаем еще, может, еще что-то Ну, хапнет. Ты меня снес, вот так, сфотографируй меня. Обязательно, обязательно. сейчас стану там. Хорошо, хорошо. Ну давайте, ребята. Давайте, удачи. счастливо. Главное здоровья. удачи. Давайте. Вот так вот. Рыболовные братства. Совершенно незнакомые люди. Познакомились. Видели, Парни, да? видели вчера еще их рыбачили. Поймал при нас прямо хариуса. Камеру не доставал, но сейчас спросил разрешение. Сказали, снимать можно. Ну, поснимали. Вот такая изба рядом. Натоптанная тропа, вон насколько глубоко уже въела в землю. Лодочка. 2 лодки даже. Романтика. Еще там что-то. Вот прямо спускаемся к речке. Вот ямка. И рыбная получается яма. Потому что одну щуку мы уже здесь поймали. Покидаем еще. Может быть, еще что-нибудь клюнет. Так. Аккуратненько, аккуратненько. Давай. Потихонечку, потихонечку. Тихо, 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 тихо. Не спеши, не спеши. Аккуратненько. Аккуратненько, давай. Так. Давай руку. Это все. Здесь фотографируешь, да? Ну, могу здесь. Давай сюда закинем это все. Хозяйство. Чайник положу сюда. А, в холодильник это уберу. Колбасу в холодильник. Сейчас, подожди. Постой там. Холодильничек. Сейчас пару раз закину еще, может быть, что-то клюнет. Вот на такую вот белую. Здесь раньше вообще всякое было. Рыба. Неводом. Невод. Пускали, вот здесь привод делали. Ага. Главное, раз кинул, 2 кинул, 3. Уже собирался подниматься, вы поднялись. Бац! И удар такой. Я сначала думал, язь еще. Потом тяну, смотрю, нет, не язь. И хорошо сопротивлялась. Ну, понятно. Ну, камера была не включенная и не запечатлел. Давай сейчас, ударь еще. Вот если щука здесь есть, можно попробовать вот на этого воблера еще красивого. Может, на рыбку возьмет. Есть здесь штуки. Ну, видно, это кормовое место. А там, видишь, вон палка и веревка. Это что такое? Типа донки, что ли, кидали или что они? Наверное, ну здесь рыбачат обычно. Оп. Оп. Это что было? Или... Нет, травы нету. Кто-то дергал хвост, наверное. В принципе, если
у Язя есть аппетит, Ясь тоже может хапнуть на эту резинку. Смотри, да, вот сети, говорят, стояли, мужики, да? А это крупная не попалась в сетку. Или просто ячея не та. Не, ну шутка обычно, если нагонится на и ртом в сеть залазит, и все. Она с открытым ртом гонится. Ну, или если в сетке рыба есть. Да. Много бывает, и рыбу хватает, а сама запутывается. Хорошая ямка. Не просто так избы строили, да, возле рыбных мест? Нет. На камеру клевать не хотят. Ну и ладно. К нам пришел гость. Вот такая красивая лаечка. Может, кто-то пришел пешком сюда на рыбалку? Или это у ребят? Да нет, была бы она, да? Значит, может, кто-то на рыбалку приехал. Ну да. Сейчас, если заведутся, уедут, побежит, значит, у них. Может, дикая? А что, кстати, может кто-то бросил? Нет, такую красивую собачку-то навряд ли кто-то бросит. Что, красавчик? Потом, когда много накопится, это Красавчик. Не клюет, да? Ничего не клюет. Или мы не умеем рыбачить? Да нет, мне кажется, рановато. Вы Не, он пёсель, говорю, так смотрит, как... Смотри, ни разу не залаяли, да? Ну, старенький уже. Умненькая, пустолайка. Ага. Чуть-чуть ниже бы закинуть ломбарду. Там, может, на границе хариус-то и есть, конечно. Да вон там перекатом, и ниже переката должен. Так. Поймал овода. Немножко потеплело. И они появились. Убираю опарышей. Пока вниз. Цепляю овода. У него плавучесть есть. И сейчас попробуем вот так вот. Вот он. Здесь вот плесканулся. Там второй. Поднимаем грузило до поплавка. И пускаем верхом. Так я ловил в детстве. Вот так вот. Сейчас будет всплеск по-любому. Должен быть. Оп. Плесканулся. Сейчас. Всплеск был. О, сейчас должен быть второй всплеск. Поплавок подальше, он не пугает его. Лучшая наживка. Это естественная. Опа. Мелковатый. Все, теперь уже тонет, он намочил его. Жопу откусил. Одни крылышки остались. И все, тонут. Значит, начало тонуть. Но все равно может, как бы, крылья на месте еще может взять.
Перекат, пойдем ближе к перекату. Следы рыбаков. Мужики здесь тоже рыбачили, видать. Рыба здесь клюет. А, рыбу чистили, вон, вижу. Рыба, рыба, рыба. О, вот он выше там. Ну все, вот тонет. Надо поролонового овода, чтобы не тонул. Вон, впадает еще маленькая речка. Еще одного овода поймал. Сейчас посмотрим. Ух ты! Плюхнулся, так высоко подпрыгнул. Оп! Опа, оп, опа. Опа! Есть! Да? Но он все равно на овода поймал. Вот он, красавчик. Выдраконил все равно, не зря. У меня дружок был, он говорит, из моих рук сегодня одна рыбина. О, смотри, какой красавец. О, это классно. На, щучка, к тебе, напарники. Натянется когда. Овод работает. Овода съели. Попробуем на пустую обманку. Там нимфа в виде осы. Что-то похожее на осу. Но вместо жала крючка. Чисто теоретически клюнуть может тоже. Вот так вот подергивать будем. Ну, типа мушки получается. Только затонувшие. Так, есть овод один. На черные садятся, видишь? Ну, конечно. Он быстрее, больше нагревается черный. Так, есть второй. 2 штук поймал. Коробку, наверное, надо типа. А я их придавил сейчас, пока здесь. Сейчас. Еще попробуем. Овод живой. Овод живой. Все, что ли, кончились? Овод живой. Ну, все, дальше не пойду, там уже мелко. Не хотят живого овода. Вот такая вот интересная береза. Смотри, лежит горизонтально, но не падает, да? И от нее уже свежие стволы выросли. 1, 2, 3, 4, 5 стволов выросло. На чем? Они потом упадут, они задавят ее. Ну вот на чем держится? Вообще горизонтально считай. Они питают корни ей. Ну корни-то понятно, просто горизонтально. Она корнями держит.
Ну какая тяжесть, тут же тонна, больше тонны, наверное. Так они еще растут, еще. Ну, интересно. Обычно береза лежит, лежит, а тут еще вверх пошли. Да она как-то дала и отрос. За жизнь цепляется до последнего. Я и так сейчас попробую. Так, остановились на перекур небольшой. Гена сказал, что здесь большая глубокая яма. Если есть яма, возможно, есть щука. Так что пару раз закину. Не пару, а раз пяток, десяток резину. И потом воблера еще. Чем черт не шутит. Вот там выше, видишь, вон мыс. Ага. Там перекат, там харю завяла рыбу раньше. Где песчаный мыс? Да-да. Ну сейчас здесь эти Оп. раскидаем. Это что было? Что-то 2 раза дернуло, непонятно. Или... Может, за траву. Ну-ка, повторим. Оп, есть. Была поклевка. Это точно поклевка была, но не щучья. Или окуневая, или язевая. Поклевка была 100%. Значит, и первый раз тоже клюнула. Просто я не понял юмора. Но нехотя берут. Вот догонку. Вот она. Видел, нет? Нет. Дергала. О, попробуем на вертикальную проводку. О, стрекоза. Иди сюда. Блин, как тебя поймать-то? На нее берет, да? Ну, конечно. Ладно, не поймали. Не поймали. На нее Харюс берет хорошо, да. Рыба здесь есть, это 100%. Не знаю, окунь, не знаю, это язь, но не щука, это точно. Хотелось бы, конечно, поймать и посмотреть, что за экземпляры здесь водятся. А сюда сеть никак, да? Слишком глубоко, да? Сеть не поставим сюда, да? Туда заедем сейчас. А. Там внутри поставим. А курья там? Да. Сейчас все сети распихаем. Здесь можно поставить, конечно, оттуда. Сейчас одну поставим. Не хотят. Все, крайний раз. Рыба-то здесь есть. Ну, дергал уже кто-то. А? Кто-то же дергал. Есть рыба, такая яма здоровенная. Не хотят. Удочка не ловит от слова совсем. Закинули сколько? 5 сеток, наверное, да? Где-то так, да? 5. Крайне закинули, там перекат, уже не стали перетаскивать, и у меня уже сил нету. В общем, вернулись, ну, начали сплавляться. И первая же сеть, которую закинули буквально 15 минут назад, уже смотрю, вот пара язей есть. В общем, язь даже здесь есть. На Печоре его валом, оказывается, на малых речках его тоже валом. Только закинули, уже запутались. Вон парочка язей. Да, в такую даль ехать и тоже за язями. Ёшкин ты кот, ёшкин кот. Так, как тебе удобнее-то будет, наверное. Давай с самого начала я туда пойду. И попробую. Так, с той стороны тебе удобнее, чтобы было. Вот так вот. Как-то вот так вот попробуем.
Держи. Сейчас. Что ты ведро-то открой для рыбы-то. Тем более корейка вся скручена. У тебя еще груз с этим скручено, как вообще? А нет, вот там вроде груз перекинь туда. Не туда, не туда, влево. Во. Туда, давай, кидай полностью. О. Вот они. Окунь один и 2 язя. Даже здесь эти язи. Я-то думал, будет хариус, будет щука. Да куда уж подниматься, мы уж так чуть ли круглосветное путешествие не сделали. Уже подняться, уже мы почти до истока поднялись. В общем, отцепляем, потом покажем, что там клюнуло на сети. Вижу окуня, вижу 2 язей. Так, вышло солнышко, стало теплеть, решили почистить рыбу. Вот у нас весь улов вместе с удочкой-клеточкой. Хочу показать желудок щуки, вот почистил. Совершенно пустой, ни одной рыбки нету. То есть она просто тупо не жрет. А может зубы меняет она? Какие зубы меняют? Щука без зубов. Я беззубую щуку еще не видел, честное слово. Если кто-то видел беззубую щуку, пишите в комментариях. Многие говорят, меняют зубы в июне, меняют зубы в июле, в августе. Да не может быть они там, но мне кажется, они одни падают, другие вырастают. У них много-много мелких зубов, и они постоянно растут. Да, мне так кажется, потому что беззубой щуки, честное слово, я не видел еще. Я тоже. Вот, я тоже это думаю, бред ходячий. Вот такая вот красотуля у нас. Это рыбьим потрошка. Рыбам склюют, если склюют. Вот такая вот красоточка у нас. Нашим раскрыл книжкой, немножко не получилось, но зато так лучше просолится. Да. Все, сейчас попьем чайковского. И я так думаю, ближе к вечеру что-нибудь да еще поймаем. Я так думаю, на этом... Ну, прогноз даю, пол ведра мы 20-ку набьем сегодня вместе с клетками. Должны. Ну так, да.